Бывали ли у вас моменты, когда вы замечали, как кто-то из знакомых или даже вы сами становитесь более колкими, раздражительными, замкнутыми? Не потому, что день выдался тяжелый, а потому, что в душе будто поселяется усталость от всего, от людей, от мира, от себя. Карл Густав Юнг писал: «Все, что нас раздражает в других, может привести к пониманию самих себя». Сегодня мы поговорим о том, откуда берется эта горечь души, почему она поражает людей в любом возрасте и как не позволить себе сгореть изнутри. Что такое озлобленность? Психологи называют это состояние хронического неудовлетворения, когда человек чувствует: «меня не услышали, меня обошли, я заслуживаю большего», но вместо действий замирает и начинает обвинять мир. Озлобленность – это боль, переодетая в броню. Человек не может или не хочет признать «мне плохо», и тогда злость становится защитой. Она делает сильным, но в то же время разрушает изнутри. Кто склонен к этому и при чем тут возраст? Принято думать, что с годами мы становимся ворчливыми, но это миф. Озлобленность не про возраст, это про отношение к жизни. Есть молодые люди, которым все надоело, и есть старики, в глазах которых светится мудрость и нежность. Юнг говорил: «Мы не становимся просветленными, воображая фигуры света, мы становимся таковыми, осознавая свою тьму». Тот, кто сталкивается со своей болью, способен пройти сквозь нее и выйти другим. А тот, кто прячет, накапливает и обвиняет, со временем превращается в ходячее раздражение. Признаки внутренней горечи. Как понять, что вы или кто-то рядом скатывается в это состояние? Вот несколько признаков. Постоянное недовольство всем: работой, погодой, людьми. Циничные, колкие замечания в любой ситуации. Ощущение, что раньше было лучше, а теперь все не то. Обесценивание чужих успехов. И главное – отсутствие радости. Но за этим всегда скрывается боль, разочарование, усталость, иногда горе, которое вы не нашли, как прожить. Как не стать озлобленным? Терапевты говорят, это не приговор. Горечь можно растворить. Вот несколько важных шагов. Признать свои чувства. Озлобленность – это не слабость, это сигнал. Услышь его. Работать с собой, возможно, вам нужна поддержка. Молитва, друг, книга, психолог. Не все тянется в одиночку. Выбирать окружение. Люди, которые нас вдохновляют, могут стать противоядием. Учиться отпускать. Юнг писал: «Я не то, что со мной случилось, я то, кем я решил стать». Именно в этой решимости сила, потому что озлобленность не передается с возрастом. Она возникает, когда мы перестаем выбирать и просто плывем в потоке обид и упреков. Иногда, чтобы не озлобиться, нужно сделать одну простую вещь – замедлиться. Спросить себя: а что во мне сейчас болит? И дать себе право быть живым, чувствовать, просить, меняться. Однажды Юнг написал: «Твоя перспектива изменится в тот момент, когда ты осмелишься заглянуть внутрь». Не бойтесь этой честности, в ней начинается настоящее исцеление.